Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Футболисты Ангушта завтра сыграют на выезде против Спартака Нальчика в рамках 26-го тура Лион 2-й Лиги Б. Спортсмены готовятся к выездному матчу. Игра стартует в 16:00 по Москве в столице Кабардино-Балкарии на стадионе «Спартак». Отмечается, что назранцы находятся на 10-й строчке турнирной таблицы, а нальчане на 2 ступени ниже. Ангушт опережает соперника на 4 балла. Непобежденный российский боец UFC Моусар Евлоев отреагировал на вызов, брошенный бразильцем Жаном Сильвой. Ранее ямаец Алджимейн Стерлинг снялся с боя против Евлоева из-за намеченного на турнир UFC 307 в начале октября. «Если ты действительно хочешь бой со мной, позвони в UFC, и я сражусь с тобой. Просто сделай полулегкий вес и вперед», — написал Евлоев в социальных сетях. Моусар провел 18 боев ММА и одержал 18 побед. Рекорд у Жана Сильва в ММА — 13 побед и 2 поражения, а в UFC — 3 победы без поражения. Салтмурад Бакаев – лучший игрок июля Августа Акрона. Лидер тольяттинцев ярко провел начало сезона и заслужил первое место в голосовании болельщиков. В июле-августе Салтмурад забил важные 2 гола и провел результативный ассист. Организовал массу ключевых атак. Красиво! Удар какой! Это гол! Это гол! И Бакаев-младший забивает! Наш полузащитник выступает под 17-м номером и сыграл 8 матчей за Акрон. Салтмурад радует нас своей игрой, болеем за него и ждем от него еще больше результативных действий. Не отстает от брата и старший Бакаев. Зелимхан забил 2-й гол за Химки в ворота «Локомотива» в домашнем матче группового этапа Кубка России. Наш полузащитник вышел на поле на 71-й минуте и на последней шикарно зарядил в дальнюю девятку. Не устремился в атаку Панченко. Можно направо отдать. Передача пошла туда. Бакаев с правой ноги. Один отыгрывает. Престижа есть. Гол престижа есть. Зелимхан Бакаев. 90-я минута. В Кубку химчане занимают 3-е место в группе с 1 победой. В следующем матче Химки 22 сентября примут на своем поле Оренбург, соседов по турнирной таблице. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.